Сейчас смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Лена Николаевна, расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители республики. Текущая ситуация по распространению коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. По данным территориального органа Роспотребнадзора республики, на 26 октября выявлено 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 140 в городе Якутске, в Вилюйском районе 13, по 12 случаев в Балданском, Амгинском, Хангаласском, Улусах. 11 случаев выявлено в Мегино-Кангаласском, по 9 случаев в Намском, Тампонском, Усть-Алданском, Улусе. 8 случаев в Мирнинском. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 10 районах республики. Указом главы Айсена Сергеевича Николаева с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно установлены нерабочие дни с сохранением для работников заработной платы. В указанный период будут работать только предприятия жизнеобеспечения, непрерывно действующие организации, медицинские организации, промышленные предприятия, обеспечивающие медицинские организации кислородом, аптеки, объекты торговли продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, учреждения культуры и гостиницы. Организации торговли могут работать при применении дистанционного способа продажи товаров, оказания услуг в электронной форме. Фудкорты могут работать только при реализации готовой продукции и доставке потребителю, а также продаже на вынос. Допуск граждан в учреждения культуры и предприятия общественного питания будет осуществляться по QR-коду вакцинированного или переболевшего, а также при наличии справки или наличии медицинского отвода от вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, который получен не позднее 72 часов. Дети до 18 лет могут посещать учреждения культуры только при сопровождении взрослого с QR-кодом. Для детских садов, школ, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки объявляется каникулярное время с 30 по 7 ноября включительно. В детских садах будут работать дежурные группы. В соответствии с указом вводятся новые ограничительные мероприятия. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. С 8 ноября 2021 года предприятия общественного питания будут работать с 6 утра до 23 часов. С 8 ноября 2021 года вводятся требования о допуске в торговые центры по QR-коду вакцинированного или переболевшего. Лена Николаевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот его главные темы. QR-код и личные данные – все в одном документе. Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса. 100 тысяч за прививку от коронавируса. В Аймяконском районе стартовала акция «Стоп ковид». Между тем, в прививке нуждаются не только люди, но и домашние животные. В селе Бердигистя Горного района ветеринары проводят выездную вакцинацию против бешенства. Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса. Согласно документу, сертификат будет содержать в себе основные данные о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, место жительства и дату формирования документа.
Кроме того, в сертификате предусмотрено место для QR-кода. В нем будет отмечено, когда, какой вакциной и где привился человек. Также в документ внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Сертификат формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее, чем через 3 календарных дня после прохождения иммунизации. При этом можно получить сертификат и на бумажном носителе. Многолетнюю практику по завозу медицинского кислорода извне заменят собственным обеспечением, сообщает пресс-служба Минздрава Республики. В Якутии уже есть предприятия, которые производят кислород для других отраслей. При этом лицензия на изготовление именно жидкого медицинского кислорода имеется только у компании «Кислород Якутии» в Нерюнгри. Первые 8 тонн кислорода от предприятия уже доставили в Якутск на прошлой неделе. Также планируется открытие филиала в столице. Сахагропром тем временем направила заявку в Минпромторг. Также предприятию необходимо пройти регистрацию в Росздравнадзоре. Для этого заявку также рассматривают в Минздраве России. В Аймяконском районе сегодня стартовала акция «Стоп ковид». Организаторы, администрация района надеются, что население примет активное участие. Участниками акции станут все прошедшие вакцинацию или ревакцинацию на базе ЦРБ с 25 по 29 октября включительно. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире в Инстаграм на официальном аккаунте администрации Аймяконского улуса. Главный приз – 100 тысяч рублей. Акция «Стоп ковид» направлена на то, чтобы охватить больше населения для вакцинирования против коронавирусной инфекции, потому что в данное время мы уже слышали это много раз о том, чтобы надо 80% охват населения сделать, чтобы была иммунизация населения 80%. Иначе мы с этой болезнью не справимся. В рамках реформы первичного звена здравоохранения в поселке Кызылсыр Вилюйского района ремонтируют местную поликлинику. На модернизацию медучреждения средства выделены из федерального бюджета. Подробности далее. Поликлиника поселка Кызылсыр – один из объектов, вошедших в программу модернизации первичного звена здравоохранения. К медучреждению на сегодня прикреплены около 3000 жителей. Ежедневно его посещает до 100 человек. При этом само здание было построено почти 30 лет назад. И, наконец, в этом году здесь проводится капитальный ремонт. Сам ремонт, который сейчас производится здесь, в поселке Кызылсыр, здание поликлиники, вот он наглядно показывает, что этот план действует. Там четко описаны источники финансирования. Источник финансирования данного ремонта – это республиканский бюджет. В 2020 году было выделено порядка 10 миллионов, почти 11 миллионов на этот ремонт. И уже к концу этого года контракт был заключен в начале года, и вот к концу года уже закончит. В Кызылсырской поселковой больнице сейчас функционирует 3 основных корпуса. Это отдельно представленный стационар, лаборатория и хозблок. Но в самом здании поликлиники раньше располагался местный роддом. Мы перешли сюда как поликлиника, так как старое здание предыдущее было 1976 года постройки, поэтому мы перешли сюда. Здесь располагается поликлиника, то есть амбулатория, она представлена как бы несколькими звеньями. Здесь идет рентгенологическая служба, здесь стоматология, здесь 2 терапевтических участка. И часть этого здания занимает детская поликлиника. По словам подрядной организации, работы по капитальному ремонту завершатся в ноябре этого года. Помимо строительства капремонтов, в поселении стоит вопрос по оснащению современным медицинским оборудованием. Так, в поселке Кызылсыр в этом году приобретут новый рентген-аппарат. Анна Васильева, Никентий Колесов, Вилюйский улус. Волонтеры Лучи Ленска постоянно помогают по хозяйству одиноко проживающим пенсионерам. Чаще всего ребят бабушки просят наколоть дров, помыть окна, сходить в магазин, вскопать или перебрать огород. Накануне ребята из волонтерского движения отправились к одиноким пенсионеркам и помогли им навести порядок в огороде и дома. Надежде Прокопьевой 82. И в свои годы бабушка все домашние дела старается делать сама. Ее владение – это двухэтажный дом площадью более 100 квадратных метров и земельный участок 15 соток. Прибрать в доме, посадить и выкопать картофель на своих сотках для Надежды Николаевны не проблема. Я справляюсь, пока еще сила как-то есть, и я привычна с детства. Привыкли в огороде, к земле. Поэтому нас тянет, и мы как-то в земле копаемся и успеваем.
Ну, я одна, не копаюсь, приходят бабушки. Мне 82, им по 80 некоторым. Такие бабушки. Все помогают, все дружно, с ним чай попьем. И они всегда приходят на помощь сами. Без труда героиня нашего сюжета поставила и забор, который от старости давно упал. А вот выкопать огромный столб бабушка уже не смогла, поэтому обратилась к помощи волонтеров. Вот мне надо было это столбы убрать. Я сама загородила вот это, посмотрите, столбы, сетку. Вот и я сама ямки выкопала, сама загородила. Вот сейчас помогут и зимой, может быть, только когда дрова приведут колоть. Владимир волонтером является уже много лет. Сегодня он единственный молодой человек в лучах Ленска. Он помогает старикам справиться со сложными хозяйственными работами, требующими мужской силы. Вот и в этот раз ему предстояла непростая задача. Сегодня у нас в планах работы это откопать столбы старые, на помойку выбросить, убрать листы железные, ну и так по мелочи. Столб не получалось убрать довольно долго, но в возможностях парня никто не сомневался. Задание было все-таки выполнено, территория прибрана, бабушка счастлива. В этот день девочки из волонтерского движения помогли другой, одиноко проживающей пенсионерке. У женщины они провели небольшую уборку и помыли окна. Помощью девочек Прасковья Дмитриевна осталась довольна и добавила, что на время перестала себя чувствовать одинокой. За месяц ребята из волонтерского движения делают десятки таких уборок. Заявку на помощь может сделать любой одинокий пенсионер, которому самому сложно что-то делать по дому. Нужно лишь набрать номер, указанный на экране. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В селе Бердигистях горного района ветеринары проводят выездную вакцинацию домашних животных против бешенства. Работу ведут по микрорайонам села в течение всего рабочего дня. На сегодня ветеринарной службой уже охвачено 5 микрорайонов. Данную акцию проводят каждый год весной и осенью. Кроме того, по желанию хозяев чипируют собак и кошек. На канале Якутия-24 мы продолжим обзор основных событий. Оставайтесь с нами.